Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, и мы с вами посмотрим, чего вам от него ждать, на что он наконец-таки решится. Загадайте, пожалуйста, на себя и на мужчину. Давайте посмотрим, чего ждать и на что он решится. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересненько. Хитренький мужчина. Очень хитренький у вас мужчина. Так, ну вы сейчас явно как в разные направления смотрите, либо друг от друга далеко находитесь. Видите, вы в своей лодочке направо, он в своей лодочке налево. Ну, либо мысли разные, либо разный взгляд на отношения, либо вы действительно, как может, поссорились, либо живете в разных местах. Может быть, он уехал, либо вы уехали. То есть хочется, и вас тянет к нему, и его к вам тянет, но вы пока в разных лодках сидите. Мужчина здесь очень хитрый, его показали змеем, таким змей-искуситель, да. Такое впечатление, что он играет какую-то с вами игру. Кстати, с его стороны прям аж две змеи. Одна вот он сам, и еще одна змея есть. Еще, да. Хитренький. Либо он очень много от вас скрывает, либо действительно играет в игру. Что может быть за игра? Игра называется «Я тебя в себя влюблю». И ты будешь бегать за мной вот по мановению пальчика, да, делать все, что я захочу. Ну, по крайней мере, ему так хочется. Ему хочется, чтобы вы, вот как, знаете, зрелое яблочко, упали к нему в ладони. Чтобы у вас не было своего мнения, своих взглядов, своих каких-то, может быть, пожеланий. Чтобы вы ему в рот заглядывали. Да, сидели у него в кармане очень тихо-тихо. И не пытались какую-то свою политику проводить. Прям такой, знаете, ну в отношениях так не бывает. Это неправильно, и так не бывает. И тем более не с вами. Вы женщина, которая знает себе цену. Вы женщина, которая никогда ни за кем бегать не будет. Это прям отродясь никогда такого не было. И сдается мне, что он либо слишком самонадеянный мужчина, либо он вас действительно не до конца знает. Либо так плоховатенько он вас знает. Вас, кстати, немножко утомляет его такое поведение, такое отношение. Вообще вы в любви никогда не играете в игры. Вы считаете, что это неправильно. Для вас самое важное — это честность, это открытость. Да? То есть скажи в глаза, зачем вот эти все тени на плетени. Вот вы ждете от него честности, вы ждете от него открытости. Но он пока вам этого не дает. Не дает. Кстати, у кого-то еще отыграется, что он как цену набивает себе, да? Ну, чтобы вы там случайно не сбрыкнули. Смотри, какой я классный. Да я же просто подарок судьбы. Ну, хотя на самом деле это вы для него подарок судьбы. И он это четко понимает. Не готов он не терять вас, не расставаться с вами. Но опять же не отказывается от своей этой дурной идеи, чтобы вы в него прям влюбились и забылись, да, чтобы он мог вами манипулировать и управлять. Так, мужчина искажает, кстати, действительность, когда вы с ним общаетесь, он говорит одно, а делает другое, либо он говорит одно, а чувствует совершенно другое. Это есть. Если он у вас бизнесом занимается, ну тогда понятно, он просто привык, да, и он свою подачу в бизнесе переносит на любовные отношения. Если вы в паре с этим человеком, ну, например, вы муж и жена, которые поссорились, ему очень хочется, чтобы вы за ним пришли, и чтобы вы его именно умоляли и упрашивали вернуться. Хотя самому настолько плохо, настолько погано, что хоть волком вой. Кстати, он очень сильно боится, что в этот раз вы
Вы не позволите ему вернуться. Да? Почему он не появляется, почему он не приходит? Потому что знает ваш горячий характер, дает вам время там, прийти в себя, остыть. Но неважно. Неважно, что было до. Сейчас будем смотреть, что будет после. Какую-то паузу он будет еще выдерживать. Небольшую, не пугайтесь, пауза идет. Ну и потом разговор. Состоится разговор. Вот смотрите. Вы стоите такая отрешенная. За вами, кстати, ангел-хранитель очень большой стоит. И он, видите, весь при параде. Внизу птица, в руках букет. Ну, встретиться хочет, свидания хочет, разговора хочет. Кстати, разговор очень важный состоится. Знаете, вот кажется мне, что он не выдержит. И именно в этой разлуке он все поймет. Либо после этой ссоры он все поймет. Так, и еще меня смущают куриные лапки рядом с мужчиной. Если вы проводите какие-то обряды, ритуалы, девочки, ну это сработает, причем 100%. Но не удивляйтесь, если мужчина тоже может проводить и обряды, и ритуалы для того, чтобы вас вернуть. У кого-то из вас так отыграется, что мужчина еще тот любитель эзотерики, магии и всего прочего. Там всяких психологических штучек-дрючек, подходов. Просто вот этим живет, очень сильно интересуется. Да, мужчины тоже это делают, не удивляйтесь. Да, они не любят в этом признаваться, но тем не менее. Ну, куриная лапка, ну явно что-то происходит. Так, за вами стоит большой ангел-хранитель. Во-первых, вы под защитой. Во-вторых, родная душа есть, которая вас вот просто не оставляет, а постоянно вот оберегает. Какие-то знаки, сигналы вам постоянно подает. Вот. И по поводу этого мужчины, вам нужен этот разговор. Даже если вы сейчас очень сильно обижены и не хотите с ним разговаривать, ваш ангел вас подтолкнет к этому разговору. Ну, когда подтолкнет? Когда мужчина будет готов. Ведь ему тоже нужно решиться. Представляете, нужно вот это все переосмыслить, отказаться от своих этих грубых, гадких идей, там, влюбить вас в себя, там, чтобы вы стали его карманной девочкой. Вот. Это ж надо все это перемолоть, причем желательно в труху. На это время какое-то уйдет. Но ему сейчас гораздо хуже, чем вам. Вас показывают уверенной в себе, вас показывают такой, знаете, решительной, поменять свою жизнь, да, развернуться в противоположном направлении и идти. Часики у вас в подоле. То есть вы считаете, что слишком много времени я на тебя потратила, никакого смысла в этом не вижу. Вот. Он это чувствует, он это видит в вас, он это чувствует в вашем голосе, в вашей манере. И его это не на шутку пугает. Для него вот эта встреча, свидание — это как час Х. Либо он вас уговорит, либо он вас навсегда потеряет. И он это прекрасненько понимает. Ой, какие-то советчики у него еще есть. Какие-то люди в курсе ваших событий, его чувств к вам, ваших отношений. Но советчики такие не очень, ничего толкового, путевого не советуют. Хотя он надеется на этих людей. С вашей стороны, ну, наверное, вам про него говорят плохое. Ну, либо говорят, что он вас недостоин. В принципе, отчасти это правда. Ну, не 100%, конечно, но тем не менее. Так. Мечта у него есть. Он мечту свою показал. Мечта, чтобы вы с ним воссоединились, вот так друг к другу, да, прилипли и стали единым целым. Вот это мечта. Он об этом мечтает, но на каких-то своих правах и правилах. Потому что свою фигурку он показывает повыше, а вот вашу фигурку пониже. Ну, такой, знаете, патриархальный мужчина. Либо с патриархальными наклонностями. Но не с вами. Нет, с вами точно нет. Он ложка, вы вилка, понимаете? Он ложка, вы острая, вы умеете за себя постоять. Да, видите, вилка с вашей стороны, ложка с его стороны. Хотя вы в этой своей разности, непохожести очень здоровски друг друга дополняете. Вы это тоже чувствуете, и он это тоже чувствует. Так, ребят, у кого между вами какая-то другая женщина стоит, на самом деле ее уже роль сыграна, да, она уже как в тираж выходит. В принципе, она уже ни на кого и ни на что не влияет. Теперь все зависит только лишь от мужчины, от его действий, от его подачи в вашу сторону.
вот встреча, видите? Вот здесь все решится, здесь все случится и все как устаканится, да, вы определитесь. Вы его послушаете, если он сможет вас убедить, вы положительно ответите на его предложение. Не сможет, ну, значит, будь что будет. Но вы такая, вы немножко уже устали, да, устали от того, что он вам голову морочит. Так, если вы семейная пара, да, скорее всего, мужчина тут очень сильно перед вами провинился, то ли налево, то ли направо ходил, то ли, ну, финансово, может быть, как-то не помогает, не обеспечивает. И вы, скорее всего, на этой почве как-то поругались очень сильно. Вот, себя он считает жертвой обстоятельств, таким несчастным, а вы такая вот скверная, не можете войти в его положение. Ну а что, какое положение? То, что ты бездельничаешь, либо ты там типа самец, да, альфа-самец, и тебя интересуют другие женщины. Это не положение, это блажь. Мужчина понимает, что пахнет жареным, и что вы, например, так просто не простите, либо вы более этого никогда не потерпите. То есть ему нужно будет еще и решение для себя принять, да, что вот я меняюсь, теперь я буду другой, теперь я больше никогда себе не позволю, ну, каких-то таких вот запрещенных действий, да, либо наоборот бездействия. Он не так-то прост, как кажется, девчонки, вот в чем загвоздка. Настолько вот он хитренький идет, что он периодически даже сам себя ухитряется перехитрить. Прям тавтология получилась. Ну вот идет такая информация, 2 змеи. Вот его змею показали, и в голове у него большая длинная змея. Он еще почему-то себя считает таким, знаете, крутым охотником. Да, не такой уж ты крутой. Ну, по крайней мере, не в отношениях с вами. Почему-то вот когда вы рядом, вот прям сразу чувствуется, кто из вас кто. Кто из вас кто. Даже по фигуркам показали. Он, видите, такой червячок. Но вас показали такой прекрасной девушкой, которой все впереди. Так, ну что, он созревает к серьезному разговору, к серьезному предложению. И это неизбежно. Этот разговор, он необходим для того, чтобы вы определились, и он, и вы определились, что дальше, куда двигаемся. Мне почему-то кажется, что он вас может убедить, и, возможно, вы дадите ему еще один шанс. Убедит он вас не словами, а скорее отношением и действием. То есть помимо разговора еще что-то будет происходить. То есть он что-то будет делать, как-то будет проявляться. Может быть, если вы следите за его жизнью, вы узнаете о его каких-то поступках, шагах, достижениях. Да, может быть, кто-то знакомый может вам передать такую информацию. То есть вы словам уже не верите. Вы верите в конкретные поступки. Да. Кстати, после этого разговора между вами действительно все поменяется и войдет в какую-то гармонию. Опять же, вы разные. У кого-то гармония вот ровно, вы с друг другом стоите, а у кого-то гармония, вы выше, он ниже. Вы все разные. Ну, разговор, будет разговор. Причем разговор уже не за горами. Сейчас он мается, страдает. Буквально там в течение, не знаю, у кого-то нескольких часов, у кого-то нескольких дней. Он созреет к разговору, он к нему подготовится. И разговор ваш состоится. Судьбоносный разговор. Ну что ж, мои хорошие, на этом у меня все. Просто дождитесь, послушайте, что он там вам будет говорить, предлагать. А главное, смотрите на его действия, поступки. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.